Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем об изнасиловании 14-летней девочки в одной из общественных бань Казани. В разгар веселья 14-летняя девочка и 21-летний парень остались наедине. Вскоре после этого произошел половой акт. Приговор за мошенничество почти на 300 миллионов рублей. При определении вида и меры наказания судом учтены обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Суд вынес вердикт Илье Застелле, а также хроника дорожных происшествий. И бабая жалко, я не знаю, что делать сейчас. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек, 63-летняя пассажирка легковушки, пострадала в столкновении Hyundai Solaris и Lexus на пересечении улиц Журналистов и Халитова. Женщину госпитализировали с места происшествия. Алия Хайруддинова узнала, что страховка, вероятно, не покроет ущерба японскому внедорожнику, и разницу придется возмещать 64-летнему водителю Hyundai из своего кармана. Помимо эвакуаторов на место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков. Помощь потребовалась 63-летней пассажирке Hyundai Solaris. Пожилая женщина получила множественные переломы ребер и была госпитализирована с места происшествия. Я сама вышла, села в машину, которая подъехала погреться, потому что двигатель-то не заведен. Все равно полчаса ждали, пока холодно было. Хронологию событий восстановил водитель Лексуса. Рассказал, что ехал прямо по улице Журналистов. Водитель встречную Hyundai Solaris не пропустил иномарку и свернул налево. Итог оказался довольно печальным. Он вину свою признал, все, он сначала не хотел, растерялся. У нас тут очевидец был, свидетель, он там остановился, получается, на красный стоял. Он как ДТП увидел, здесь остановился, вышел, просил кому-либо помочь, номер телефона свой оставил. Как вы сейчас думаете, он покроет ремонт? Я думаю, что нет. То есть... И бабая жалко, я не знаю, что делать сейчас. В разговоре с молодым человеком мужчина объяснил, что не увидел автомобиль и попросту растерялся. Какой материальный ущерб выплатит предполагаемый виновник аварии, еще только предстоит подсчитать. Оба автомобиля покинули место ДТП лишь на эвакуаторах. Алия Хайруддинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Помощь медиков потребовалась и пассажирке автомобиля «Шкода». Девушка, будучи пристегнутой, ударилась головой. Это произошло после столкновения с автомобилем УАЗ «Патриот» на улице Мусы Джалиля. Больше в происшествии никто не пострадал. Как произошла авария и что говорят водители, узнала Айгуль Бадрудинова. Получается, остановились, и вот она ударилась. головой, да, пассажирка? Да, но она была пристегнута, что странно, ремень как-то не сработал. Пассажирке «Шкоды» медики оказали помощь на месте. Девушка ударилась головой и отделалась ушибленной гематомой лобной области. При этом удар пришелся в иномарку не спереди, а сзади. Ну, получается, ехали, поворачивали, бах, и удар в зад. Несоблюдение дистанции, то есть изначально была агрессивная езда. А как вы определили, что агрессивное вождение? То есть до этого? Он прижимался, да, изначально, то есть мы когда ехали по полосе, он прям жался ко мне. Не знаю, что ему не понравилось, наверное. Как-то я перестроился, не знаю, в чем проблема, но, в общем, что-то он хотел от меня. И вот в итоге чего добился. «Шкода» двигалась по улице Рахматуллина и повернула на Муса Джалиля. У чешской иномарки был приоритет в движении. Уже после выполнения маневра в «Шкоду» врезался УАЗ «Патриот». Его водитель своей вины отрицать не стал. Вы понимаете, что ли, нет? Да. То есть у вас не соблюдение дистанции, да? Он передо мной просто остановился, я на что среагировал. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД оставалось лишь оформить протоколы. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. А на пересечении проспекта Имашева и улицы Бондаренко столкнулись «Шкода Рапид» и «Лада Гранта». По предварительной версии, оба водителя ехали навстречу друг другу, пока шофер иномарки не решил повернуть налево. Такой маневр на этом перекрестке запрещен, был неожиданным для других участников движения, и столкновение не заставило себя ждать. К месту происшествия оперативно приехала бригада медиков. Однако госпитализация никому не потребовалась, зато потребовалась помощь эвакуатора. «Шкода» была разбита и не могла двигаться своим ходом. С высокой долей вероятности ее водителя признают виновным в происшествии. Ушла из дома и не вернулась. 16 декабря пропала Гатиатуллина Ильгиза Набиевна. В последний раз ее видели в поселке Нижняя Мактама на улице Сары Садыковой. Пропавшей 62 года. Рост 158 сантиметров. Волосы темные, длинные, глаза зеленые. Была одета в серую длинную куртку, черные брюки и валенки, носит очки. Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, ее родственники просят позвонить по номерам, указанным на экране, или в полицию.
21-летнего молодого человека арестовали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в одной из общественных бань Казани. По одной из версий, она пошла туда вместе с подругами, ровесницами и 2 совершеннолетними парнями. Подробности расскажет Айрат Назипов. История уголовного дела берет свое начало с совместного похода компании молодых людей в баню. По одной из версий, всего было 5 человек. 2 парня и 3 несовершеннолетние девушки. При этом они были уже знакомы. Все произошло в общественной бане по улице 1 мая. По предварительной версии, в разгар веселья 14-летняя девочка и 21-летний парень остались наедине. Вскоре после этого произошел половой акт. По закону, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, запрещены, даже при условии обоюдного согласия. Однако парень, по версии следствия, пошел еще дальше и вступил в половую близость с девочкой вопреки ее воле. Вскоре о произошедшем узнали родители ребенка. Они написали заявление в полицию. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». В настоящее время следователям проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Свою вину молодой человек не признал. Решением Кировского районного суда до начала разбирательств он заключен под стражу. Айрат Назипов, Вадим Илларионов, вызов 112. Жительница Сабинского района лишилась свыше 3 миллионов рублей, пытаясь не допустить ареста сына. Крупную сумму женщина передавала 2 злоумышленницам частями с ноября 2018 года по январь 2019. Взамен ей обещали решить вопрос о мере пресечения для ее сына и добиться для него условного наказания. При этом выполнять взятые на себя обязательства женщины не намеревались. Обе были задержаны при передаче денег в мае этого года. Свою вину они признали лишь частично. В итоге Сабинский районный суд назначил 54-летней жительнице Арска и 53-летней жительнице Казани наказание в виде 4 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании ущерба. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении 38-летнего Ильи Застеллы. Экс-директора одного из автосалонов обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Как доказало следствие, мужчина брал у своих друзей и представителей фирм крупные суммы денег под предлогом развития собственного бизнеса. Возвращать не торопился. Общий ущерб превысил 290 миллионов рублей. Какое наказание назначил суд, расскажет Нафиса Минязова. Под стражей Илья Застелла находится с ноября 2016 года. Согласно материалам уголовного дела, серию мошенничеств он начал за 3 года до задержания. Как установили следователи, с марта 2013 года директор одного из автосалонов предлагал ныне потерпевшим вложить деньги в его бизнес, связанный с куплей-продажей машин, и получать проценты. Однако обещаний мужчина не выполнил. На удочку бизнесмена попались как друзья, так и представители частных фирм. Своими действиями Застелла причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 290 миллионов рублей. Всего следствие насчитало 11 эпизодов мошенничества. По мнению гособвинения, подсудимый взял у 8 своих знакомых и 2 организаций свыше 136 миллионов рублей. В октябре 2016 года он и вовсе похитил автомобиль BMW X6, принадлежащий одной из нефтеперерабатывающих организаций. Стоимость автомобиля чуть меньше 3 миллионов рублей. Одного из потерпевших, владельца 4 фирм, обвиняемый убедил вложить крупную сумму в развитие бизнеса своего тестя по производству средств личной гигиены. Через некоторое время под видом прибыли часть денег он вернул. Остальные 151 миллион рублей присвоил. На предыдущих судебных заседаниях гособвинитель запросил для Застеллы 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину подсудимый, впрочем, не признавал. Выслушав доводы всех сторон, суд принял решение отправить подсудимого в колонию общего режима на 6 лет. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Вадим Илларионов, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно прислать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.